Здравствуйте, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. И с вами, как обычно, Петр Цыпандин. И, как обычно, мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая». В гостях постоянного моего соведущего Семена Тарбахова. Семен, приветствую. Здравствуй. И к нам сегодня пришел в гости Дмитрий Громов. Дмитрий, приветствую. Познакомься с Семеном. Привет. Представляя Дмитрия, нужно сказать, Дмитрий у нас генеральный директор агентства развития туризма и регионального маркетинга. Наконец-то я это выучил, правильно могу сказать, да. Дим, спасибо большое, что ты согласился быть гостем нашей передачи, это первое. И так как у нас все-таки мы передачу нашу позиционируем как кулинарное ток-шоу, чем ты к нам сегодня пришел, что мы будем вместе делать? Что готовить? Здравствуй еще раз. Действительно, у нас очень много вкусных блюд, но хотелось бы как-то удивить. Это действительно очень вкусное блюдо, которое, возможно, нетривиальное сочетание продуктов. Возможно, она просто вкусная. Невозможно, а точно. Точно просто. Мы это пробовали. Это наша белорыбица, рыба чип, потрясающая, как раз свежая, жирненькая, очень вкусная. Ребята его уже профилировали, там нет ни одной кости, но мы оставили кожуру. Потом скажу зачем, да. И зеленые яблоки и лимон. Какое сочетание будет? Давайте в процессе посмотрим. Немножко интриги оставим, то, что какой она на вкус будет. Я так полагаю, ты это уже готовил и не раз, и, видимо, она имеет какую-то историю свою. Да. Мы с женой любим путешествовать, но мы не из тех путешественников, которые про фотографии или про вау, про сувениры. Мы как раз-таки познаем мир через гастроисторию. То есть мы гастротуристы. Поэтому Ну, значит, ты подсмотрел этот рецепт, да? Это рецепт наших друзей из Геленджика. Мы попробовали местную рыбу-барабульку. Что за потрясающее это блюдо? Слушай, ты согласишься с тем, что якутская рыба самая вкусная рыба в мире? Да вообще любые продукты, которые здесь в Якутии растут, они уникальные, они насыщеннее, больше и вкуснее. Я тоже всегда говорю, но люди иногда не верят, ну ничего страшного. Итак, сколько времени это занимает, первое, и как быстро мы управимся за передачу? Готовится она очень быстро, примерно на огне она будет примерно эти 15-20 минут, в зависимости от сейчас толщины посмотрим. А сама вот приготовление, подготовка, ну где-то минут 10, да. Ну все, давай тогда начинаем, да. Давай. И пока начинаем, я всегда задаю этот вопрос, а это традиция нашей передачи. Рубрика называется «Как я дошел до жизни такой». Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Ну и давай что-то делать уже, да? Ну, Видимо, Семен за рыбу, ты за яблоки, да? Да. Так, яблоки надо передать сколько? Почти все. Вот некоторые Почти уже все? как бы Да. чуть-чуть подготовлены. Все. Не, нормально. Нормально. Тут процесс как будет идти? Извини, чуть-чуть перебью. Да-да, ничего. Сперва мы Ну, слоями, короче, да? Это как слоями, да. Рыбу кладем, потом на рыбу уже также закрываем яблоками и все, закрываем. Ничего более. Ни соли, ни масла. И она в собственном соку как раз таки начинает уже вариться. Они друг друга там... Яблоко дает свой сок, и в этом бульоне из яблочного сока рыба начинает тушиться. Ну, я, А потом все это... честно говоря, никогда не это. Я обычно даже, ну, как яблоками история, ну, для меня просто гусь с яблоками, да, а рыба с яблоками. Ну, всегда же что-то делаешь первый раз и Здесь что-нибудь попробуешь. необычный сорт яблока, а именно кислый зеленый нужен. Кисло-зеленый, да, Кисло-зеленый чтобы нужен. именно это давало. Все понял? Важно. Вот. Как докатился до жизни, такой, ну, Да рассказывай. стандартный вопрос, когда знакомимся, да. Родился в селе Мюгюнце. Хаттахдянда, типа. Ну, когда два якута встречаются, они всегда спрашивают. Да, хаттахдянда. Тут то же самое. Хангаласпын, с Хангаласского улуса, село Немигюнце. Ходят легенды, ну, как туризм сейчас обязательно легенда, это не основная часть работы, сторителлинг. Вот. Это именно первая деревня, когда первые люди здесь, первые якуты. Да. Первую основку сделали именно как раз в Немигюнцах. Об этом как раз гласит древний огромный камень, примерно с меня ростом, с руническими надписями. Кулаты. Кулаты это Бетере. Это Бендерхан, по-моему, да? Да, Кулаты это Бетере, это в Техтюре, а Немигюнцы, ну, географически, это перед Покровском получается. Вот. Все, оттуда родом. Ну, понятно. Прекрасная деревня, второе название это Ой, потому что там действительно природа такая, что не ой-ой-ой, а из якутского ой без. Там как раз вот такие маленькие клочки лесов есть сосновых, и поэтому ой без второе название. Все. Вот. И дальше как, где учился, там же, да? Да, школу заканчивал там, в Войской средней школе, потом пошел учиться уже на высшее образование во Владивосток. По образованию я коммерция, торговое дело,
В принципе, вся трудовая деятельность с этим и связана. Ну да, я знакомился до передачи твоей биографии, ну, собственно, и в личном знакомстве ты говорил, что вся твоя трудовая деятельность до этого была созданием системы сбыта, да? Да. Да. Вот за, в принципе, уже 20 лет работы здесь, в Якутии, во многих сферах успел побывать, при том самых интересных сферах. Для некоторых, возможно, это не такие самые популярные направления. Но, например, начинали мы с поставками алмазного сырья и бриллиантов за границу на бирже как раз-таки в Арматгат, Израиль, Гонконг, Антверпен, Бельгия. А потом занимался почти более 5 лет да, конечно, в издательской деятельности. Как раз колесили всю республику для того, чтобы поднимать тиражи местных печатных изданий. Более того, потом уже работали с федеральными структурами, это Почта России. Да, действительно, Почта России. Так много где ты поработал, да? Ну да. Ну, в принципе, и живу-то не так уж, в принципе, уже в возрасте имеет место быть. Не так уж и мало, да? Да, не так уже мало. На Почте России мы как раз-таки занимались поставками продукции из продовольственной корзины, для того, чтобы в труднодоступных селах эти продукты появлялись уже по доступным для населения ценам. Действительно, почта с маленьким конвертом или с маленьким клочком газеты, она по закону обязана туда доехать. Единственная машина, которая куда могут доехать, это именно почтовые машины, и это большие газоны. И, естественно, чтобы порожняком не пускать, логичное решение иметь возможность отправлять туда товары. И, соответственно, это помощь и местному населению, и помощь как логистическая для местных коммерсантов, для того, чтобы люди у нас получали продукты питания по доступной цене. Вот. Потом уже пригласили поработать в сельское хозяйство, начал знакомство с сельским хозяйством здесь в Якутии с предприятия Туймада Лизинг, мы поставляли технику. Вот. И потом уже последние 8 лет, наверное, в сельском хозяйстве. После этого был открытый конкурс, вот, и буквально 3 месяца. 3 месяца, да. Да, ну, 3 месяца, как совсем отрасль туризма. не это, да. Ну, то есть, видишь, ну, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, да, но не совсем та деятельность, которую ты занимался предыдущие годы, да. Да. Как ты об этом узнал и как ты туда пришел? Может, кто-то предложил? Перебью. Ага. Как ее резать? Примерно 3 пальца. Да. Кусочками? Да. Ага. Так. Это был открытый конкурс. Решил просто попробовать. Там было несколько этапов. Ну, после первого этапа реально включился режим перфекциониста и все. Ребят, до конца. Задача поставлена, Да. цель есть сделать, да? И пошло-поехало. Ага. Много кандидатур? Да, достаточно. Около 15 человек. 15 человек. Все достойные ребята были. Ну, выбрали тебя. Ну, повезло так повезло. Хорошо, повезло, так повезло. Не, ну, говорят, иногда же говорят, везет дуракам, но я думаю, что в этом случае-то, ну, это редкость. Ну, да. надеюсь, в карты что нет. везет дуракам, да, а тут работа, ну, это везет сильнейшим, правильно? Да, вот. Расскажи тогда сейчас про нынешнюю деятельность. Действительно, отрасль сложная, потому что сейчас, во время пандемии, мы начали задумываться, что мы все были заперты в квартирах. Вот если не затрагивать полностью там истории, начиная там с исторических фактов туда-сюда, вот действительно, последние годы мы были заперты в квартирах. Да. Потом чуть-чуть пошли послабления в части вот, изоляции, и мы начали задумываться, где бы нам отдохнуть, где бы нам отдушину найти. Нам нужна природа. Так называемый внутренний туризм, да? Да, вот именно. Ага. Внутренний туризм у нас в Якутии начал быстро развиваться. Ребята начали строить отличные домики. Изначально до этого у нас, как, ну, положа руку на сердце, это были охотничьи домики, до сарайчики, летние варианты. Сейчас много круглогодичных домиков появляется с интересной архитектурой, с интересным наполнением и с интересными активностями. Да. То есть не просто пришел, заночевал или утром на рассвете кофейку попил, а помимо этого ты что-то рядышком делаешь. Какие-то развлечения. Да, какие-то развлечения, минимальная там баня, а максимально сейчас радует то, что идет упор на семейный отдых. То есть я с маленькими детьми могу прийти и отдохнуть. И вот во время пандемии произошел такой маленький локальный бум у нас вокруг Якутска и в некоторых ближайших улусах. Именно начали пользоваться спросом такие объекты, в которых ты вроде бы на природе, но в отдалении от других людей. Ребята научились работать с клиентами без прямого контакта. Там уже ключи отдельно, уже по удаленно там управляют, и это все прекрасно.
И в масштабе России это дело тоже началось. Все начали подвижкой. Ну, Да, все просто, начали. получается, появился спрос, и предприниматели подумали, а тут же можно денежку сделать. Ну, Вот. типа так, да? Вот именно. Мгм. Тут вопрос даже первичный был не денежки, а где действительно дать себе отдушину своей семье. Здесь именно этот бизнес пошел не из-за денег, он пошел из-за ценностей, которые мы можем получить. Мгм. Так, ну вот, рыба в принципе готова. Так. Чуть-чуть продолжим. Накладываем. А у нас все это, и там, и там. Ну, то есть, как бы мы Добро. готовка и разговоры. Вот так полностью. Один слой яблок делаем. Обязательно красиво надо положить. Ну, правильно, правильно. Ну да, логично, чтобы в кучку этого не было. Мгм. Мы здесь обязательно оставляем кожуру. Так, ну ты уже несколько раз сказал. Да. Что ты именно... Да, сейчас более подробно уже можно визуализировать. Яблоки, первый слой идет, потом жар идет сквозь яблоки, и туда идет рыба. Кожурой вниз, потому что жир от рыбы основной ну находится чтобы тут. он не ушел. Да. Ну, понятно. И он как раз вот так будет смешиваться. И здесь аммиачный, вот рыбный запах, он как раз таки через кислую яблоку, она убирается. И Аскорбинку. Да, и аскорбинку. И выходит естественный вкус мяса. Мясо рыбы. Вот. И туда вот так рыбку, да, аккуратно? Да, аккуратно переложим. Сколько влезет, только влезет. Так. Ну, крупно можно снять. Оба. Уже все снимаю. Угу. Я болтаю, ем, стою, я. Ну. Вкусно? И вот в части, в масштабе России тоже люди в основной части начали задумываться. Те люди, которые привыкли отдыхать в южных морях, в южной части России, или же в пакетных странах, или же более дорогие на Мальдивах, там Гоа, Ибица, то есть, начали задумываться, а почему было в России не делать, притом границы закрыты, все непонятно, если туда улетишь, обратно вернешься или нет. И здесь действительно Россия может что-то показать своим же людям. И самое интересное то, что сейчас политика государства, ну, мы уже о высоком говорим, действительно начинает уже внедрять такие тектонические изменения сознания наших людей. Мы начинаем понимать, кто мы есть. Для всех, Даже так? да, вот именно. Она вот основа имеется именно там внутри. Потому что за границей, неважно, мы азиаты, не азиаты, мы все all the Russians, мы все русские. Ну да. Вот. И мы сейчас вот с этим пониманием начинаем смотреть на свою же страну по-другому. Если мы как до этого, до пандемии, до вот этих событий смотрели на мир так, давайте подражать там, вот американцы, вот корейцы, вот Да, туда-сюда, молодежь-то. Мы сейчас начинаем осознать, кто мы есть, что мы другие, что мы русские, мы уникальны. Ну, какие бы национальности не были, мы Да, в первую да. очередь мы русские. Мы прежде все всего, равно русские. мы прежде ну, всего то есть- русские россияне, да. Да. И, нет, второй слой не надо. Да уж, давай, давай. Второй слой давай. не надо или надо? Давай добьем, чтоб не пропадало добро. А вдруг, да? Ну да. Ну да. Не вдруг, а точно. Ну, точно, да, давайте. Вот, и тоже Даже я съем. слой яблок. Так, это я убираю. Вот, потом после слоя яблок, да, и Вот это действительно, это вот чуть позже будет. Это мы будем делать соус бешамель, и там, когда у нас уже рыбка приготовится, это как дополнительный. Ну вот, исходя из этой парадигмы, у нас действительно интересные объекты начали появляться. Притом, если это была бы просто бизнес-схема, просто то есть сделать деньги на каких-то красивых объектах, это бы в таком масштабе, как сейчас это происходит, не пошло бы. Это именно идет изнутри, от осознания того, что это моя страна, и я должен быть там. По этой парадигме сейчас Дальний Восток уже начинает привлекать большое количество потока, туристического потока. Сейчас правительство уже делает определенные вот такие значимые, ощутимые шаги. И как раз вот результатом послужил вот на последнем ВЭФ, да, А выжать? подписание главой региона Асиром Сергеевичем Николаевым с главой Ростуризма Зариной Дугузовой подписание соглашения о запуске чартерной программы. Что такое чартерная программа? Это буквально турист из откуда угодно, из любой части России приезжает в Якутск до зоны выдачи багажа нашего аэропорта бесплатно. Почти что бесплатно. Так, а кто платит за это? Чьи деньги? Федеральные деньги. Ростуризм. Да, программа Ростуризма. Ну, то есть, А то, что внутри, уже начинают зарабатывать наши местные ребята, Да. местный бизнес. все, он вышел, и он наш. Он наш. Круто. Да. Самое главное, что приехал. Грубо Вот говоря, так именно. получается. Самое главное, что приехал, все, хватит. Все, закрываем и на средний огонь закрываем. Все, на этом экшен закончился. Просто сидим и ждем.
Да. А в это время, да, так как рыба сама по себе нежная, Нет, тряпка. Тряпочку. Так. тут нужны у нас соусы, которые не такие, не яркие, которые не будут перебивать вкус. Поэтому будем использовать простой соус бешамель. По-другому он тот же самый саламат. Просто Ну да. это взбитые сливки с мукой и все. И с щепоткой хитрости и любви. Просто сейчас ждем. Сейчас просто ждем, да. Время засекаем и ждем. Хорошо. Вот, грубо говоря, по-простому, турист к нам в Якутию прилетит бесплатно. Почти что бесплатно, со значительной скидкой. И при том за это мы как регион не Ну, потому будем что, платить. да, не секрет, что логистика у нас далекая, мы находимся далеко. Все говорят, зачем Якутию лететь, это же слишком дорого. Да? Вот именно, основной фактор это транспорт. Транспорт. Если даже у нас услуги более-менее доступны для нас самих, для гостей в том числе, но именно самая большая цена это перелет сюда. Вот, дорого. Сейчас это и ключевой далеко, и дорого. Далеко и дорого, да. Ну. И это ключевой фактор сейчас уже будет нивелирован. И все. Когда уже поток будет, у нас сейчас вторая задача. Местные ребята, давайте, все, толпа идет, ребята. Да, уже сейчас пойдет, ну, грубо говоря. Да, Когда ребят, уже начнется? вы уже умеете все это дело показывать. Давайте работать. И мы-то рассчитывали то, что мы запустим чартерную программу со следующего летнего сезона. Но ничего подобного. Уже. Ноябрь. Ноябрь этого Ноябрь года. уже, Осталось 2 ё-моё, месяца. это круто. Но... Сейчас будет тогда уже толпу таких туристов ходить. Ну, не так, конечно. Я прикалываюсь. Сперва это будет блок места, то есть Ага. по 30, по 50 человек на одном регулярном рейсе. Ага. Ну то есть все-таки Да, как бы... постепенно. Это все равно будет постепенно. Но самое ключевое то, что сейчас наши маршруты, наши продукты, туристические продукты. Туристический продукт это маршрут от точки А до точки Б по посещением там каких-то элементов показа. Вот эти продукты начинают уже брать себе в карандаш оптовики. Оптовики это Интурист, Фансан, ну много таких федеральных турагентств, которые продают регионы. И самое ключевое то, что по итогам ВЭФ наш министр Тимур Юрьевич проложил нам, местному бизнесу, уже дорогу. Все регионы Дальнего Востока начинают продавать туры в Якутию. И это ключевое. Того, что мы до этого долго добивались, и наконец-то это получилось. И сейчас вот на ноябрьскую программу, в котором будет принимать участие уже высшее руководство в части туризма страны, Дальний Восток уже подключается не просто как участники мероприятий, а уже продают нас. Продают нашу Якутию как туристическую. И это замечательно. Ну, здорово. Ну, это действительно, я только что об этом услышал, да. Ну, я думаю, что это будет, ну, таким мощным толчком, да. Хорошо, а непосредственные задачи, ну, я немножко понимаю, да, но расскажи о непосредственных задачах, да. Ну, вот ты совсем 3 месяца всего работаешь, да. Какие задачи стоят перед агентством в первую очередь? В первую очередь, это, название уже стоит. Развитие туризма. Развитие туризма. Развитие туризма. Да. Мы не госорган, но подведомственное предприятие Министерства. Вы ГАУ. Мы ГАУ, да. Мы по госзаданию делаем определенные задачи, которые входят в полномочия министерства. И это если по сложному говорить. Но основная наша задача это собрать всех наших ребят, которые ходят каждый сам по себе, в одну единую команду. Коммерсов. Да. Коммерсов, которые, ну, скажем так, занимаются именно туристическими этими. Вот да, именно. деятельностью. Туристический рынок состоит из 4 блоков. Первое это ТОК продает турагенты, турагентства. Агентства, которые... Продают авиабилеты и продают туры других людей, Да. других компаний. Посредники. Посредники, Так. именно продажники. Это сбытовое звено. Которые, может быть, рекламой занимаются, выходят непосредственно Да. на конечного потребителя. Второй блок это туроператоры. Это именно те, которые прокладывают маршрут. Например, я хочу как турист поехать в Аймекон. Да. Покупаю тур у турагента, но меня ведет именно туроператор. Туроператор тот Конечно, да. организатор. От точки А до точки Б с посещением вот объектов показа. Третье это у нас объекты размещения, где я буду Гостевые дома, гостевые дома, гостишки, турбазы, да, коттеджи, гостишки. да, турбазы. Вот. И четвертый блок это наши участники вот этих 3 бизнесов, это гиды, экскурсоводы и инструктора. Вот из 4 основных блоков состоит у нас Ну, те туристический люди, которые непосредственно турист, ну, Да. какой-то здоровается, и с теми, которые вот так. с которыми непосредственно Ходит. турист работает. Ходит, Вот, да, вот да. как мы с тобой сейчас общаемся, Да, 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 турист общается именно вот с 4 блоком. А все они это именно обеспечение сферы. И вот наша задача консолидировать всех
наших ребят, которые в этом участвуют внутри региона. Потому что действительно для туриста, который приходит за пределы нашего региона, мы не важно кто, мы не важно Маша или Петя, мы все одно Якутия, Да. мы один продукт. Поэтому наша задача прежде всего это консолидировать. У нас, в принципе, это дело чуть-чуть получается. В принципе, работа в этом направлении пошла. И у ребят появилась ассоциация туриндустрии Якутии. У нас ассоциация гостеприимства очень хорошо работает. Вот вместе с ними мы как раз уже тесно начинаем взаимодействовать, и, в принципе, результаты уже есть. Ну, конечно, да, я понимаю, ну, я как обыватель, да, понимаю, что вот пандемия скорее стала для нас подспорьем, да, развитие регионального туризма, да, больше народу ездит. Ну и вообще Якутию начинает узнавать. И раньше-то народ просто тупо боялся сюда приезжать. Ну да. Да, холодно, небезопасно, дороги дальние, операторы, туроператоры, может быть, подведут, не подведут, ну, в минус 50 кому хочется на улице оказаться, да. Но последние годы турпоток увеличивается. Стоит ли задача, ну вот, ну, условно было в год 1000 людей посещать Якутию, а к какому-то году сделать, чтобы 5000, да? Ну, какие задачи стоят? Да. Текущий допандемийный показатель — это 200 тысяч человек посещают Якутию. 200 тысяч? 200 тысяч. В год? В год. А это вообще всех туристов, либо просто приезжих? Это кто? Который конкретно приезжает? Это как ведется статистика? Есть официальная статистика, которая, согласно ФЗ о туризме, ведется, а там она очень простая, примитивно простая, но не всеохватывающая. Эта статистика берется из тех людей, которые заночевали именно в классифицированных объектах размещения. Размещение. Тот, кто переночевал, Все, он галочку поставил. гостиница, которая соответствует стандартам. А тот, который турист, приехал к Пете Цпандину, заночевал у него, Он уже в статистику не в эту вошел, да? статистику не входит. Потому что у меня летом приезжали 5 человек из Красноярска, я сам их возил, Вот. Булус и все прочее, но они нигде не отмечены, они туристы. В следующий год нас всех хотят приехать. У нас есть определенная проблематика. В республике около 280 объектов размещения, то есть это турбазы, гостиницы и все. Общим количеством где-то почти что 6 тысяч койкомест. То есть 6 тысяч кроватей, в принципе, 6 тысяч гостей, в принципе, теоретически мы можем заночевать, дать заночевать. Ну, то есть людей. мы, грубо говоря, 180 тысяч человек в месяц можем. Грубо говоря, да. Теоретически так, да? Но из этих 280 только 80 из них, то есть даже не 1/3, 1/4 часть имеет классификацию. То есть эти объекты, 80 объектов только попадают в статистику. И то, учитывая то, что там у них загруженность примерно около 50, максимум там 57%, то считайте, Средняя. сколько человек мимо уходит, мимо статистики уходит. Поэтому действительно у нас задача в первую очередь увеличить количество объектов размещения, которые соответствуют стандартам, согласно закону. Здесь уже непосредственно рутинная работа. Это тоже деятельность агентства. Плюс совместность с министерством. Плюс, естественно, работать, помогать местным ребятам, чтобы у нас появились новые интересные объекты, не просто сараи да охотничьи домики. В этом плане более подробно, в конце сентября у нас будет мероприятие, более подробно, в принципе, СМИ об этом уже узнает. Программа уже утверждена, хедлайнеры, гости, ведущие гости. Ну, немножко об этом тоже хотелось бы, потому что я сам тоже хочу туда поехать. Хорошо, тогда максимально кратко. Максимально кратко, давай. Проблематика есть. Ребята, сейчас после пандемии многие хотят построить новые объекты. Турбазы, гостиницы. У ребят, в принципе, есть желание, возможности и Хорошие ресурсы. места есть, да? И хорошие места у них есть. Ну. Начали задумываться о том, что да, действительно сейчас поток Не только туристов. Ленские столбы, ну скажем, Да, не, да, только, вот именно. не только Ленские столбы, у нас очень много Вот. хороших мест. Но у всех, у нас как, уровень пока того, что текущий есть, это действительно превалирующее, 80% это сарайчики да охотничьи домики. Поэтому что сделать так, чтобы у нас появились новые объекты? Первое, мы собираем всех владельцев и тех, которые собираются строить здесь, в Якутске, на день всемирного туризма, это 27-30 сентября, в конце сентября. Как раз строительный сезон заканчивается, основной туристический сезон заканчивается, и распутицы еще нету, снег еще не выпал. Поэтому уникальная возможность, когда природа нам дает возможность всех собрать, и мы будем собирать ребят, чтобы ответить на 4 вопроса. Первое, покажем перед ребятами наших же местных земляков, у которых получилось. Они покажут, какие у них объекты, уникальные объекты у нас есть. И То есть, которые успешные уже, они могут... да, успешные, да, у которых, и они расскажут ребятам, как вести бизнес, в чем нюансы и какие ошибки ребят у них были, не и как они их совершайте. Да. преодолели. Да. Ага. Второй блок – это про красоту
Соберем всех архитекторов, дизайнеров ландшафтных интерьеров, и они покажут, что они умеют и какие у них проекты есть, с кем можно работать. Ну, буквально, многие из нас не знают, как они выглядят. Возможно, у некоторых даже заблуждение, что в розовых волосах с 3 руками, там, с 4 глазами. Нет, ребята уникальные, и притом тоже наши местные земляки, шикарный креатив, шикарные решения, и это все они в целевую аудиторию должны войти. 4-й блок – это кто все это будет делать, строители. Здесь хедлайном мы позвали Татарстан. Они действительно лидеры в России по части строительства уникальных туристических объектов. Модульные, каркасные, там разные виды, у них все решения уже готовы, притом это не так уж дорого. И 4-й блок – это активности. Начиная от автономного электричества, заканчивая сантехникой, наши туалеты, да? Ну, который, сколько уже можно говорить, да? Притча во языцах, да. Заканчивая теплыми бассейнами, сибирскими чанами, гриль-очагами, то есть всем тем, что нужно для турбазы, помимо коробки дома. Ну, чтобы который человек пришел и дополнительные услуги, которые он может воспользоваться. Если есть, так классно. Да, и наша с министерством наивная мечта о том, что за долгую якутскую зиму у ребят появились новые архитектурные решения, проекты, и с учетом автозимника они успели привести стройоборудование, стройматериалы и оборудование, и к следующему строительному сезону у нас появилось что-то новое, что-то интересное. Задача простая. Задача простая. Ну, звучит на словах очень круто. На словах вот звучит очень круто, но и даже я вот много езжу, да, я вижу, что и там, и сям появляются, ну, хоть какие-никакие, их количество турбаз просто растет. Да. Экспоненциально. Ну, это же круто. Дим, я знаю, что вы совсем недавно очень, по словам, да, ну вот я по слухам уже и по интернету я видел, что очень успешно выступили с презентацией на недавно прошедшем ВЭФ, да. Немножко тоже об этом окосить, пожалуйста, расскажи. Действительно, ВЭФ уникальное мероприятие тем, что есть же понятие, все люди знакомы друг с другом через 6 рукопожатий. Ну да, вот. Правила этих вот этих. А ВЭФ это максимум там 2 рукопожатия или 1 рукопожатие. Вот идешь на мероприятие, и тут рядышком губернатор или федеральный министр, вот они в шаговой доступности, подходишь, здравствуйте, и знакомишься. И самое главное, это мероприятие про договоренности и про решения. Там действительно те вещи, которые мы полгода через письма, там туда официальными каналами начинаем там выяснять, тут за 5 минут с глазу на глаз уже быстренько решаешь. Вот это самое ключевое. Итогом у нас командная работа, начиная с Айсена Сергеевича, с участием Тимура Юрьевича. У нас командная работа выстроилась таким образом, что мы на всех фронтах, в принципе, да, действительно хороший результат получили. Но больше всего контрактов, да, я читал. Якутия. Самое ключевое в части туризма – это подписание соглашения с Зариной Валерьевной Догузовой по тому, что запускаем чартную программу. Вдогонку, для того, чтобы чартная программа была, нам необходимо сделать так, чтобы весь Дальний Восток ближайший и центральная часть России начинала продавать тур в Якутию, то есть механизмы уже. Если соглашение Айсена Сергеевича – это именно направление о том, что федералы начинают уже смотреть в нашу сторону. Тимур Юрьевич... Точнее, уже посмотрели? Да, уже посмотрели. Уже принято решение, да, мы с вами работаем. Тимур Юрьевич подписал соглашение с ключевыми регионами Дальнего Востока, чтобы они тоже нас начали продавать как туристический продукт, а потом мы, наши ассоциации туриндустрии, гостеприимства, они уже на своем уровне уже также подписали контракты, уже конкретные контракты с обговариваемым вознаграждением и обговариваемыми продуктами, с маршрутами и с программой. И это все полностью в комплексе сейчас уже начинает работать. На ближайшее наше мероприятие крупное для туристов — это «Зима начинается в Якутии». Это фестиваль, который включает несколько вот таких мини-подпрограмм. Это «Вкус Якутии», это «Тепло Якутии» про меха, Arctic Fashion Show, обязательно культурная программа по части зажжения елки по всей стране. Все это у нас будет интегрироваться и будет продаваться по всему Дальнему Востоку и по всей центральной части России. Слушай, ну вот, радужно все так кажется, что классно, да, но я понимаю, опять же, я как обыватель говорю, да, у нас есть свои проблемы, наверняка, да. Готовы ли мы? Вот вдруг нахлынет, да? Насколько мы готовы? Вот, положа руку на сердце. Положа руку на сердце, как человек, который сейчас внутри этой
этой кухни, то мы, в принципе, на 95% уже готовы. 95%. Почему? Потому что все исходит из обратного. Поставим себя на место туриста, который сюда приезжает, гостя нашего. Так. Якутия для него это 5 направлений. Это алмазы, это... Все-таки первые алмазы, не холод? Ну, не в той, я просто, просто перечисляю без приоритетов. Да. Все понял. Алмазы, холод, этника, Ага. еда Еда, все-таки еда, конечно. и обязательно сила духа. Ага. Эзотерика, сила духа местности, сила духа людей. Вот за этим тоже. Люди и все прочее, ну то есть, Да. вот, которые что-то неизведанное, Вот которое... эти вот 5 не- направлений, то, что привлекает наших гостей. Мгм. И в этом списке нету туалетов. Вот именно. Сюда люди приезжают не того, чтобы сделать свои обычные бытовые вещи. Здесь люди приезжают иметь впечатление по этим 5 направлениям. Они здесь хотят познакомиться с таинством, с блеском подготовки бриллиантов с этой промышленной частью. Они хотят познакомиться с народом, который здесь живет. Лакмусовая бумажка – это наш также земляк Панда Саха. Действительно. Для нас, для якутян, это такие банальные... Слава, я Славу зову на передачу. Вот пока именно. еще пока Для еще нас не это пришел. очень такие банальные вещи. Кто бы мог это посмотреть? Но количество подписчиков говорит само за себя. То есть люди хотят Людям сюда интересно, да. приезжать, посмотреть именно как мы обычно живем. А не как мы будем красные ковровые дорожки на снегу стилать и там что-то готовиться делать. Люди из Южной Америки готовы приехать просто, чтобы снег посмотреть. Вот именно. Да, с Африки. В первую Люди очередь, чтобы на нас посмотреть, как мы тут живем, как мы тут выживаем. Ну. Поэтому мы в этом плане изначально же думали, то, что нам надо готовиться, нам надо соответствовать их стандартам. То есть нет, мы есть, кто мы есть, и за этим люди приезжают, чтобы посмотреть, как мы тут живем. И мы не должны это понимать. То есть нам по большому счету ничего и не надо делать. У нас все есть, Всё нам есть, просто продвигать, людям дать знать Да. и безопасные, комфортные условия создать для того, чтобы Вот. человек пришел, Чуть-чуть посмотрел, инфраструктуры, да. Чуть-чуть Да. инфраструктуры нам надо. кайфанул и уехал. А в остальном впечатления, они уже, начиная с аэропорта. Чистейший воздух, прекрасный аэропорт, сели в комфортную машину, уже поехали в гостиницу. Неважно, только в зависимости от кармана. У нас, в принципе, выбор есть. Остановились первый день, они знакомятся с кухней. Это вау, кухня, действительно, у нас все вкусно. Они сюда приезжают за олениной, там, жеребятной, для них экзотическим. Но на самом деле даже наша говядина намного вкуснее, чем у них. Это факт. Это факт. Да. И вот они начинают как раз знакомиться. После этого уже второй день начинается история с экскурсиями. Отправляем мы людей на Ленские столбы или другие объекты, которых у нас сейчас, в принципе, подготовленных объектов показа становится больше. Зоопарк у нас просто потрясающий стал. Новые вольеры, животные прям сыты. И самое ключевое то, что животные там продолжают свой род. То есть Ну да, там белые мишки. Там приплод Что, есть. Это редкая редкость, да. Это большая редкость. И объекты размещения тоже, там, где посидеть, отдохнуть, покушать, все эти объекты у нас уже появляются. Нельзя говорить о том, что ничего у нас не готово. У нас уже на 95% мы готовы. Мы в сознании пока еще не готовы, возможно. Но действительно, люди к нам прежде всего приезжают смотреть, кто мы и как мы здесь живем. И для этого нам не надо себя перестраивать. Мы должны оставаться теми, кто мы есть. Самим собой. Самим собой. Люди действительно приезжают посмотреть, кто мы есть. Хорошо. Да, вот очень хорошо общаемся, но надо приступать уже к готовке Бешамель? соуса. Соуса. Добро. Да, какое-то время, да, это Так, все Петр, равно нам займет. надо, чтобы ты передал нам сотейник. Вот это? Чуть-чуть посмотрю. Сковородку, да? Ну, сковородку, точнее. Для улового. Так, Дим, ну все-таки я человек любит, который провоцировать людей, да? У нас все вроде как бы готово, да? У нас приезжают для того, чтобы просто с Якутией сотейник. ознакомиться. Да, и сотейник. Но все-таки какие самые большие проблемы у нас есть? Ну кроме логистики, кроме больших расстояний, на твой взгляд, ну вот и уже как профессионал. Тут как его? О проблемах можно действительно говорить вечно. Сколько угодно, да? Сколько угодно. Ну самые, которые большие, которые Проблемы сейчас вы это сталкиваетесь. вчера, решение это сегодня. И, соответственно, те решения, которые мы сегодня принимаем, в зависимости от того, какие решения мы сегодня принимаем, зависит завтра. Ну. Поэтому, наоборот, проблематику сейчас я прошу не затрагивать, потому что действительно... хорошо. Просьба. Хорошо. Действительно, их море. Ну. Для нас, для кого-то они критичны, для кого-то не критичны. Но постепенно, самый главный вопрос, как это все решать.
Первое, действительно, политика государства у нас какая? Первое, создать поток. Когда поток есть, крупные инвесторы и наши ребята же начинают задумываться, вкладываться в это или нет. Второе, это инфраструктура. Большие гостиницы, ну условно. Большие да? малые гостиницы, неважно. Ну. Самое главное, объекты размещения должны быть с уникальными, там, ну, чтобы людям было удобно, самое ключевое. Первое – это поток, второе – это инфраструктура. А третье, чтобы эта построенная инфраструктура не застаивалась, А работа уже по идет полной мощи. событийка, то есть мероприятие на разные фестивали туда-сюда, чтобы нагонять сюда поток. И тогда система будет работать. Мы ключевое сейчас не должны говорить о проблемах, а должны говорить, как это все О решать. решениях Да. этих проблем. Поэтому поток уже, надеемся, у нас получится. Инфраструктура уже со следующего года очень много объектов. И, планах стоит, да, да, строительство, в ну. планах стоят. И они уже с учетом потока уже заинтересованность станет больше. А в плане событийки мы впереди планеты всей, действительно. Исехолонхо. Да. Что у нас получилось за последние Да, годы? да, грубо говоря, сколько у нас обычных эсэхов, да? Ну вот, Да. нет, именно проект Исехолон. Исехолонхо мы научились масштабировать данное мероприятие в любую локацию, любой улус. Хоть Верхоянский Боллун, Да. хоть В Алданский. следующем году, В следующем году Ваймекон. Ваймекон, да. И неважно, в каком улусе мы это будем проводить, мы знаем, что это будет круто и что там внутри будет. То есть мы научились событийные мероприятия масштабировать, и в этом у нас уже опыт есть. Любые мероприятия мы можем сейчас проводить. ИСЭХ – уникальное мероприятие, в котором почти 250 000 человек одновременно. Да. В России таких крупных мероприятий нету. Так что уж лучше не про проблематику, а про то, как решать. Как решать? Ну? Поток, действительно, сейчас мы будем работать. Со следующего года у нас, надеемся, благодаря вот этим решениям, которые сейчас приняты, и той работе, которую мы сейчас за зиму отработаем, надеемся, к следующему летнему сезону у нас поток нахлынет. Когда поток уже будет, статистика пойдет, и уже инвестиционные проекты начнут реализовываться. Объекты у нас появятся сами по себе. Работа с Росавтодором по придорожному сервису, с муниципалитетом по его эксплуатации, это по тем же самым туалетам. Туалетом, да, который вообще, ну, что делать-то? Национальные маршруты, в которые мы будем включать, там уже субсидирование и поддержка вот этого сервиса. Все это будет, все это будет. Главное, первое в этом кирпичке – это поток. Потом инфраструктура, потом, чтобы инфраструктура не застаивала событийное мероприятие. То есть в этом направлении будем сейчас работать. А тем временем шеф у нас уже соус. Да. Потрясающе получается. Соус бешамель. По составу он такой же, как саламат. Просто вместо масла здесь используются сливки. Сливки, ну да. Вот. Чтобы получил... Здесь именно в этом блюде важно то, чтобы мясо она сама по себе нежная, и здесь ярких акцентов не должно быть. А сливочный вкус как раз таки он подчеркивает это дело. Мы тут Семен, это могу убрать же, да? да. Давай Можешь передать чуть-чуть соли? Соли. На щепотку соли добавим. Чуть-чуть. в соус можно добавить, да. И чуть-чуть шафрана добавим Давай. для аромата. Хватит. Хватит. Так, это я закрою. Ну, так. Классика. Все, отличный запах. Вот Готово. самое важное, да, здесь его не прокипятить, иначе сливки разделятся уже на жир и на уже воду. Вода испарится, а жир останется. Поехали. Ну что, друзья, время у нас Да. это уже... Не резиновое? Да-да-да, не резиновое, как любим Можно говорить. это убрать. Да. Да. Так, я открываю. Сервируем. Покажи на камеру, вот крупно возьмите, ребята. Дмитрий, это вот так должно выглядеть, да? Ну да. Хорошо. Давай мне там ложку, как Ложки? накладывать. Да. Да. А, где ложками кушать. Я думаю, это будет правильно. Положи. Сейчас. А яблочки тоже надо и кушать? Да, они как картошка сейчас. Блин, хорошо много, да? Выкрайни, да? Да, Можно да. есть. Хорошо много приготовили. Первый слой, второй слой. Мне кажется, вот этот предыдущий слой еще даже больше пропитался. А, ну, полагаю. Убрать. Явно. Убрать. Так, рыбки. Качах.
И отсюда можно вот так, да? Да. Эй. Ну так. Как-то любят же красиво так тык, тык, тык. Ну. Это умеет, ну, А, и зелень. Мгм. Именно. Показать это вот для ревивок? А можно даже вот этого, наверное, да? Или не надо? да. Не надо? Умеет красоту делать. Ну что, друзья, приятного аппетита нам. Вот видишь, какая красота у нас получилась. Давайте пробовать. Рыбка нежная. Вообще красота. Необычное решение для меня, честно говоря. Яблоки и рыба. Действительно получилось, просто вкусно. И соус ровно, и соус ровно. И рыбка, собственно. Семен, как твое мнение? Да, все, текстура мягенькая. Так должно было получиться. Да, вкус рыбы есть. Кислинка яблока уже, она отдалась мясу. И получили, что получили. Вкусное мясо. Класс. Дим, спасибо тебе большое. В конце передачи у нас тоже такая традиция есть. Пожелания телезрителям. Вот на эту камеру. Обязательно отдыхайте у нас внутри Якутии, потому что действительно там, где нам, местным, хорошо, гостям уж точно будет хорошо. Поэтому отдыхайте в Якутии. А я еще расскажу, что у нас в гостях был сегодня Дмитрий Громов, агентство по развитию туризма нашей республики, Семен Тарбахов, Петр Цыпандин. Программа «Просто вкусно». Будьте здоровы, друзья, вкусно питайтесь, пусть всегда у вас будет просто вкусно. А мы что, мы с вами потихоньку на этом прощаемся. Ну, мы продолжаем кушать. Да, хорошо.